Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. У траўні 2018 года на сайце Белновости Бай з'явіўся матэрыял «Фіктыўны рэп Фядыніча». Змест матэрыяла так уразіў лідараў прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзя Фядыніча і Ігора Комліка, што яны звярнуліся ў суд, каб той абараніў іх гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю. Сёння, 14 лютага, справа разглядалася ў судзе Цэнтральнага раёна Мінску. Пра тое, што так уразіла лідараў прафсаюза ў гэтым матэрыяле, што там было праўда, што неправда і якое рашэнне прыняў суд, мы сёння і пагаворым з маім госцем. У мяне ў студыі адзін з лідараў прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Ігор Комлік. Добрый дзень, спадар Ігор. Добрый дзень. Давайте тады, можа быць, адразу сходу па змесце гэтага матэрыяла. Што ж там такое было? Пра што пісаўся? Што за фіктыўны рэп Фядыніча выкрываўся ў гэтым артыкуле? Ну, в этом, прошу прабачэння, буду размаўляць по-руску, мне так будзе лягчэй. Да, як вам зручней. Ну, добра. Если говорить о тексте, напечатанном на сайте Белновости, то практически там все, в общем-то, является вымыслом. Ну, давайте по фактам. Все это что? В большинстве своем, да, то есть, вопрос в чем? Что вся статья, по моему мнению, да, то есть она является заказной. Потому что часть статьи, большая часть, она как бы написана на базе уголовного, так сказать, заявления Следственного комитета, да, и, например, ответчики постоянно возвращались к тому, что в мае месяце они, скажем так, на базе уголовного дела, так сказать, эту статью писали. То есть, что с нашей точки зрения невозможно, потому что знакомиться с уголовным делом мы сами начали только 8 мая, да, то есть, и поэтому каким образом они могли черпать информацию, для нас на настоящий момент остается пока загадкой. Вот. Я говорю о том, что практически все в этой статье, скажем так, начиная там от моментов того, что мы присваивали деньги, что за эти присвоенные деньги незаконно приобретали имущество, что наш профсоюз является фиктивным, также в названии этого даже звучит, да, фиктивный профсоюз радиоэлектроники. То, что, скажем так, мы не заплатили налоги, все это, в общем-то, как бы является неправдой, да, то есть не соответствует законодательству и действительности, потому что мы, например, в данном суде оспариваем только часть цитат этой статьи. Там 2 цитаты мы взяли, и потом вчера добавили... Ну, давайте вот их, эти цитаты, коли можно, вот конкретно и огучим. Вот, ну, то есть я хочу сказать, что мы взяли 2 цитаты лишь потому, что все остальное звучало потом в уголовном процессе, да, то есть, который нам по неуплате налогов выдвигали. Вот. Поэтому мы оспариваем это в том процессе, все остальное. А в данном случае мы взяли просто как бы вот 2 цитаты. Какие это цитаты? То есть вопрос, а где же деньги? Оказалось, что ни одна профсоюзная копейка не прошла мимо кармана Фядынича и Комлика. Дельцы от рэп единолично распоряжались поступающими от доноров на банковский счет в Вильнюсе средствами и из корыстной заинтересованности присваивали часть предусмотренных датским проектом ТРЕФ финансов. К примеру, в 2015 году Комлик приобрел двухкомнатную квартиру стоимостью не менее 42 тысяч евро и загородный дом стоимостью около 42 тысяч евро. При этом его официальная ежемесячная зарплата составляет порядка 125 евро. Фядынич же, как истинный лидер и защитник трудящихся, не стал мелочиться и в том же 2015 году зарегистрировал дом стоимостью около 100 тысяч евро, построенный на одном из принадлежащих ему земельных участков под Минском. Квартира, и говорят, не одна, у него и так уже есть.
И вторая цитата, которую мы, в общем-то, в данном процессе оспаривали. Кроме того, для получения большей личной прибыли лидер и главный бухгалтер РЭП фиктивно поддерживали статус профсоюза, демонстрируя донорам положительную, в кавычках, динамику роста численности членов профсоюза. Вот давайте до першай цытаты. Я зразумеў так, што асабіста вы здолелі, дзякуючы, вот, ну, калі верыць этому артыкулу, дзякуючы нейкім там махінацыям, падману, на 84 тысячи евро набыць сабе кватэру і загарадны дом. Так. Яны у вас ёсць? Ну, вся, так сказать, парадоксальная ситуация в том, что не в уголовном деле, не в этом деле, скажем так, не звучала информация о том, что мне вообще что-то принадлежит. К сожалению, по данным, скажем так, Национального регистра по недвижимости, мне не принадлежит вообще никакая недвижимость. И это же подтверждено и запросом суда. Например, вчера рассматривалось это дело в суде Центрального района. И, в общем-то, судья делал запрос, ему тоже сообщили о том, что, например, мне не принадлежит никакая недвижимость. Федыничу в данном случае принадлежит только квартира на Мельникайте, да, то есть никакого вот участка, дома на 100 тысяч тоже на нем, в общем-то, не числится. Я зараз як адвокат дьявола буду тут выступать. Добре. Ну, вам як юристу это все зразумела. Ну, вы ж юрист, вы человек обознаны в законах, вы ведали, что калі што раптам кране, то, безумоўна, праверыць усё, што там на вас дзе запісана. І таму вы, як хітры і адукаваны юрыст, запісалі гэта ўсё на жонку, на цешчу, на дзяцей, ці яшчэ там на каго. Не, ну, понятно. То есть вопрос в том, что, значит, есть имущество, допустим, на жене. То есть это понятно, что я не живу, скажем так, в собачьей конуре, да, то есть живу все-таки в квартире. Есть, и я где-то прописан, то есть я прописан в квартире, которую получил в 1984 году и которая была приватизирована еще в 1999. На жене есть еще вторая квартира, которая, половинка ей досталась после смерти отца ее, моего тестя. Да, и по завещанию, то есть половинка ей, половинка ее брату. Вот. И в 17 году брат свою половину ей подарил. Вот вторая квартира. Ну и кроме того, по наследству остался дачный домик в Воложенском районе. Ну, тесть умер в 2014 году, естественно, через полгода, это в 2015 году, перешло, так сказать, по наследству жене по завещанию, этот домик. Вот. Домик, в общем-то, если сказать, да, то есть его площадь 65 квадратных метров, то есть там комнаты 8, 6 и 11 квадратных метров, да, то есть никак на 42 тысячи, то есть я готов был даже продать, скажем, ответчику по нашему иску этот дом за эту сумму. То есть если бы он купил, я бы даже 2000 бы скинул. Я так разумею, что, ну, рыхтуючыся, скажем, да працэсу, там, может быть, какие-нибудь следчыя органы, ці яшчэ хто праверылі вот все. Ну, хотя бы уже суд не толькі вот по гэтаму иску, там, по іншым, праверылі ўсю фінансавую, як кажуць, паднаготную не толькі вас, але і ўсіх вашых сваякоў. І набытых за апошнія, там, ну, приблизно, скажем, там, 10 гадоў нейкай такой маёмасці на сумму там 84 тысячи евро не знайшлі. Так, да, то есть практически, если говорить прямо, то недвижимости за всю мою жизнь и жизнь моей жены за деньги, ну, не считая там доплаты при приватизации, да, то есть была чековая приватизация, ну, там какие-то копейки приходилось доплачивать каждому, да, то есть не считая вот этой вот доплаты при приватизации, за деньги никакой недвижимости мною не приобреталось. И более того, я хочу сказать, что, вот, например, если говорить о том, что меня обвиняют в присвоении денег, да, то есть предоставляемых профсоюзу, но у нас, в общем-то, если говорить юридическим языком, существует презумпция невиновности, да, то есть ни один суд,
не рассматривал вопрос о том, что мной были присвоены или украдены у кого-то деньги. Кроме того, не существует исков в отношении меня по этому вопросу, да? Чтобы кто-то заявил о том, что я у него украл. Кто бы там ни был, там наши партнеры профсоюзные какие-то или частные лица. То есть этого всего не было. Но у нас существует просто голословное утверждение, что я якобы украл и что я якобы купил. Вот, в общем-то, как бы все утверждения, которые я, в общем-то, как бы и пытался опровергнуть. Ну, вот с вами разобрались. А у Федынича знайшли что-то? Ну, с того, что там было переличено. Не, ну, у Федынича, получается, я уже сказал об этом, да, то есть получается, что вот ему там написано, что он не стал мелочиться и приобрел дом стоимостью 100 тысяч, и плюс у него есть квартира и не одна. То есть, опять же, вот вчера в суде судья, опять же, зачитал информацию со своего запроса, вот, то есть, и Федынич сам даже, судья вообще сказал, что нету, ошибся, да, но Федынич сказал, что на нем зарегистрирована одна квартира по улице Мельникайта, и все, больше у него ничего нету, то есть это тоже, в общем-то, как бы является домыслами. Ну вот не будем брать другую цитату, якую вы брали, атрымліваецца, что вот по этой первой цитате, то есть яна ўсё конкретная хлусня. И вы хотели, звярнуліся ў суд, чтоб вот на подставе того, что гэта хлусня, было нейкае вот абвяржэнне, каб вот вашу деловую репутацию, гонар, годнасць абаранілі. И якое рашэнне прыняў суд? Ну, в данном случае суд занял сторону ответчика УП «Медиановости», и, в общем-то, отказал нам в том, чтобы наши исковые требования в защите чести и достоинства деловой репутации и опровержения данной, в общем-то, информации были, так сказать, опубликованы. Он отказал нам в этом, к сожалению. Хотя, может быть, и к счастью, да, то есть после вынесения этого решения и после того, что я узнал, опять же, на этом суде информацию о том, что я обращался с этим вопросом клеветы еще и в Министерство внутренних дел, да, то есть и та, и другая структура, то есть и органы МВД, и суд, в общем-то, заявили о том, что, оказывается, правда. У меня, оказывается, есть квартира, и у меня, оказывается, есть загородный дом. Теперь я буду пытаться, скажем так, в таком случае, вынужден им поверить, и буду пытаться вернуть это имущество себе. На подставе чаго яны вот такое рашэнне как бы прынялі ці заяву такую зрабілі, калі доказы ёсць, фактычна документы, что у вас этого нема? Ну, я предполагаю, что все-таки было оказано давление на суд, потому что аргументации со стороны ответчика никакой не было. То есть я хочу просто напомнить статью 153 Гражданского кодекса по защите чести и достоинства и деловой репутации. То есть она говорит о том, что обязанность истца, то есть нас с Федыничем, это доказать то, что информация была распространена. Доказать то, что эта информация не порочит нашу честь и достоинство. Доказать то, что она имеется в действительности, это обязанность, скажем так, ответчика, то есть в данном случае УП «Медиановости». На все вопросы, то есть я задал вопрос, где находится эта недвижимость, да, то есть раз вы писали о ней, да, то есть, ну, вы должны знать, где она находится. Они не ответили. А я хотел сказать, что отказал отказчик, мы доведаемся в другой части нашей программы, але в любом выпадку перервемся на короткую паузу. Это сумесный стрим Еврорадио и Е-промова, Дмитрий Лукашук, Игорь Комлик у студии. Вернемся праз хвилину. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння працягваецца суд па справе Белта, справе Марыны Золатавай, галоўнай рэдактаркі партала «Тутбай». Суд перайшоў да допыту вядучай рэдактаркі «Тутбай» Ульяны Бабаетына. Паведаміла, што яна атрымала пароль, яшчэ працуючы ў газеце «Камсамольская праўда», і ў яе не было юрыдычных падставаў меркаваць, што далей паролем яна не мае карыстацца. Спадарыню Ульяну прымусілі заплаціць штраф Белта ў 8580 рублёў. То бок кожная прачытаная навіна Белта каштавала жанчыне 451 рубель. Траецкае прадмесце ў Мінску, гістарычны раён на беразе Свіслачы. Гэта самае рамантычнае месца ў СНД. Пра гэта сведчаць вынікі інтэрнэт-апытання аналітычнай агенцыі «Турстат». Нагадаю, што СНД – гэта Расія, Беларусь і Сярэдняя Азія. У рэйтынг уключаны не толькі рамантычнае месца, але і славутасці гарадоў СНД, папулярныя ў гараджанаў і турыстаў. Траецкая атрымала 27%, Коктюбе ў Казахстане 23%, а манумент Бэйтэрэк у Астане 20%, дзявочая вежа ў Баку чацвёртая 15%. Шоумен Уладзімір Зяленскі утрымлівае першае месца ў апытаннях перад прэзідэнцкімі выбарамі ва ўкраіне. Яго называюць амаль 27% апытаных, якія ўжо вызначыліся з выбарам. Дзейны прэзідэнт Пятро Парашенко выйшаў на другое месца, амаль 18%. Юлія Тимошенко на трэцім з 16%. Такія вынікі апублікаваў Кіеўскі міжнародны інстытут сацыялогіі, апытаўшы 2000 рэспандэнтаў у 134 гарадах. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. 14 лютага суд Цэнтральнага раёна Мінска адмовіў у разглядзе іску прафсаюзу РЭП у абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі да сайта Белновасці Бай. Пра акалічнасці гэтай справы мы зараз гаворым з прадстаўніком прафсаюзу РЭП Ігорам Комлікам. Спадар Ігор, і ўсё ж такі, вось атрымліваецца, што маёмасці, якую вам прыпісалі у матэрыяле на гэтым узгаданым сайце, у вас няма. Тым не менш, і суд адмовіўся іск разглядаць, і нібыта ёсць у вас гэтая маёмасць, прыйшлі да высновы ў МУС і ў судзе, праўда, адрес, дзе яна знаходіцца, не назвалі. Як так атрымалася? Чаму вы так, як вы думаете? Получилось так потому, что это, в общем-то, как бы общая кампания, скажем, по дискредитации профсоюза РЭП, которую хотела провести власть. И, в общем-то, в это было вписано медиа-новости. Естественно, что вынесенный незаконный приговор – это, так сказать, одна часть из этой кампании, да, то есть думаю, что у, так сказать, представителей власти задумка была более серьезная, но, к сожалению, они не смогли, в общем-то, доказать что-то более серьезное. То есть я уже говорил, что у них нет, в общем-то, как бы доказательной базы реальной, да. То есть практически все основано на недостоверных каких-то бумагах, непонятных каких доказательствах. Вот. И поэтому, если бы сейчас был удовлетворен иск, да, то была бы разрушена как бы система. Да? То есть получается, что какая-то часть, в общем-то, как бы того, что было, так сказать, озвучено сайтом, оно как бы вписывалось в тот посыл, который делал Следственный комитет, в тот посыл, который сделал суд по уголовному делу, да, то есть и тут получается, что один кирпичик бы выпадал из этой системы. Ну, а, естественно, если выпал один кирпич, может разрушиться и вся стена. Этого допустить, в общем-то, как бы было нельзя, и я думаю, что, в общем-то, было оказано, мое мнение, оказано на давление на судью, потому что, к сожалению, когда выносилось решение, я смотрел в его глаза, в общем-то, они как бы, были видно, что это напряженный, в общем-то, как бы, человек находится в напряженном состоянии, да, то есть преодолевая какие-то свои внутренние, так сказать, тормоза. Мне просто цікава, так що ж таки, яким чином, раз адмовілі вам у гэтым іску, значыцца, маёмасць гэтая у вас ёсць.
вы, правда, про яе не ведаеце. Ну, нейкім чынам, можа быть, вам хоть подкажут, где она находится? Не, ну да, это дело, в общем-то, как бы смешной момент, значит, решение суда такое, что, значит, во-первых, нам отказать, а во-вторых, возместить затраты на адвоката господину Кистерному. То есть, и вопрос смешной в чем? Что Кистерный, значит, после суда сказал, ну, вы не переживайте. И мы действительно не переживаем, потому что это получается, что мы сегодня, вот я лично, да, то есть выиграл в лотерею, да, то есть дом, загородный дом и квартиру. То есть теперь суд подтвердил, что это правда, что они у меня есть, хотя я сомневался. МВД подтвердило, что это правда, что они у меня есть. Вот. То есть, значит, я буду обращаться опять же в тот же суд, в то же МВД, чтобы в мое пользование были возвращены эта квартира и дом. Да? То есть, раз они говорят, что это правда, значит, я вынужден им поверить. Не, ну вы зараз жартуете, ці сапраўды, вот як юрыст, зараз так разумна складзеце вот паперы з усім вот пералічаным і накіруеце? Нет, я не жартую, то есть не шучу, потому что я, конечно, изучу еще дополнительно, скажем так, законодательство, но с точки зрения там собственности, да, то есть суд и МВД подтвердило, что собственность, приобретенная в 2015 году, неважно там за какие-то деньги, хотя я уже говорил о презумпции невиновности, никто не говорил, и судебного процесса не было по поводу хищений с моей стороны, да, чьих-либо денег. Вот. Есть понятие собственности. Они подтвердили, что эта собственность, приобретенная мной или на мое имя, существует. Значит, теперь моя задача найти возможность эту собственность вернуть. Раз они говорят, что это правда, значит, у них должны быть сведения, где она находится и кому принадлежит. То есть с их же помощью я буду искать эту собственность. Ну, то есть сейчас просто назвать вам статьи законодательства, на которые я буду ссылаться, и все остальное я не могу. Но я, в общем-то, проработаю этот вопрос и вполне, так сказать, серьезно этим займусь. Ну, вот так, калі параўноўваеш, ведаеце, як на слупах пишут, там, пропала собака, дапамажыце знайсці, то вы звернецеся ў следчыя органы, каб яны дапамаглі вам знайсці нейкую там страчаную, ці як... Не, ну более того, я понимаю, что они уже нашли. То есть, потому что я же уже обращался, что это клевета, они сказали, что нет, это не клевета, да? То есть, раз они говорят, что это не клевета, значит, это уже найдено ими. То есть, их задача даже упрощается, они просто должны мне сообщить, где это и в чем пользование находится. Вот. А дальше уже я буду обращаться в суд там, или в то же МВД, чтобы было изъято у незаконного владельца. Вот. То есть, ну, у меня другого пути нету. Да? То есть, либо это правда, и я это добиваюсь, мне возвращают, либо это надо признавать, что это неправда, да, то есть и тогда становится понятно, что вот решение суда, оно, в общем-то, ничего под собой не имеет. Скажите, а вы вот такие один особник, вы только про себе будете клопотиться, а про Федынича, вот у яго ж там так само такие добрые кватэры, не одна кватэра ў Мінску, вот чему не дапамагчы сябру знайсці? Нет, так вопрос не проблема. Просто в данном случае Федынич должен решить за себя, да, то есть я могу сейчас прямо и откровенно говорить за себя, то есть решение Федынича, если он примет решение заниматься этим же вопросом, конечно, мы будем это делать вместе. Да поможете ему? Конечно. Ну, хоть гэта радуе. Дарэчы, мне цікава, а можа быць адрес вот гэтых вот, дзе знаходзяцца гэтыя кватэры, хто іх там імі карыстаецца незаконна, ведае журналіст, які пісаў гэты артыкул, вы ў яго не спрабавалі там даведацца, ці хто там прадстаўляў сайт ў судзе? Ну, сам Кастерный представлял этот сайт. Вопрос в том, что я уже говорил, я задавал вопрос, прямо даже на предварительном заседании, не вчера, а раньше, и вчера его как бы еще раз озвучивал. Назовите мне, где они находятся. Это, в общем-то, вызвало просто минуту молчания, как говорится, да, то есть, когда вот умирает человек, так и здесь. То есть, была просто минута молчания, и все. Журналисту это неизвестно. В принципе, на все вопросы, кто написал, кто дал информацию, кто написал эту статью, участвовал в написании этой статьи, они все повисали как бы в воздухе, даже не повисали в воздухе, а было сказано «не знаю»,
не помню. Обычная фраза. То есть человек говорил о том, что он ничего не знает, ничего не помнит. Нават калі чытаць матэрыялы там по справе Тутбай, по справе Белта, ці там по справе Белага легіёна у газеце адміністрацыі прэзідэнта СБ Беларусь сёння, там под этими матэрыяламі на полуанонимными подписано все ж таки там отдел расследований газеты там те отдел яшчэ там нейкі. То есть я так разумею, что под гэтым матэрыялам ввогуле ничего не стояло. Нет, в этом материале ничего не стояло, никакой подписи. На это ответчик и ссылался, что это редакционный материал, хотя в суде вчера он говорил, что это коллектив соавторов. Но в таком случае суд должен был выяснить, кто же входит, и мы пытались, в общем-то, подтолкнуть. Да, вот мне цікаво, вы ходайніцтва некое давали? Да, мы давали несколько ходатайств о том, чтобы, в общем-то, как бы было, то есть в статьях, например, в скриншотах было указано дата и время, когда был поставлен материал, да. То есть мы просили, чтобы ответчик предоставил штатное расписание, график работы, да, то есть кто это самое, и распорядок внутренний, да, чтобы вполне можно было определить, кто в это время сидел там выпускающим, допустим, там редактором, да, то есть и это вполне возможно было сделать. Но суд отклонял, в общем-то, подобные ходатайства, которые бы позволяли нам определить все-таки, откуда взята информация, кем поставлена, кто автор. Хотя, в общем-то, как бы там звучало. А скажите мне, как юрист, это ввогуле нормально? Вот такие ходайніцтва, ну, как бы отхилять. Калі вы хочете доведаться, кто конкретно вас обылгал, а вам отхиляют ходайніцтва? Не, ну там есть, конечно, лазейка того, что вот редакционный материал отвечает тогда, мол, сам этот самый новостной сайт предприятия Медиановости, да, то есть если не указан автор, если это авторская редакционная статья, но вопрос в том, что ответчик периодически возвращался к тому, что он, то есть у него срывалось с губ, то есть что это предоставлено Следственным комитетом, да, то есть, ну, когда я задавал прямой вопрос, так вы утверждаете, что это взято вами из уголовного дела, да? Он сразу, естественно, поправлялся. Да? То есть до того, как было завершено расследование по криминальной справе, это материалы уже там. Да. То есть, то есть такая ситуация с Советской Белоруссией. Да, да? Да. То есть и получается, что это самое... Он иногда прорывалось у него это, да, то есть в ответах, но потом он пытался исправляться, что нет, это только из статьи, которые опубликовал, мол, Следственный комитет. Но вопрос в том, что Следственный комитет, вот ряд тех фактов, которые приводятся в статье, он не публиковал. И отсюда возникает сразу вопрос, а откуда же они взяты, да, кем и откуда взяты? В таком случае, если это не со Следственного комитета, или если это не специально написанная статья, которая предоставлена была просто Медиановости для размещения. Вот. Ну, то есть вопросов много, конечно, остается. И именно выступая в своем слове последнем, адвокат, он, в общем-то, как бы и подчеркнул, говорит, что создается впечатление, что мы защищали не честь, достоинство и деловую репутацию, а пытались узнать, кто же написал эту статью. Ну, то есть, как Райкин в свое время, была у него миниатюра о сшитом костюме, да, то есть, кто пришивал, шил костюм, да, то есть, никто. Кто-то там пришивал рукава, кто-то пуговицы, а в целом никого нету. То есть, человек-невидимка. Ну, про тое, что вы будете все ж таки спрабаваць з дапамогай наших бравых милиционеров знайсці вашу такую таемную маёмасць, вы уже сказали. Але аспрэчваць гэта вот рашэнне суда все-таки неким чином будете? Несомненно. То есть, конечно, мы будем его оспаривать, потому что, в общем-то, я уже говорил о том, что ответчики не аргументировали никак и не доказали, что в действительности, в общем-то, эти факты имели место, да, то есть основывались только на приговоре суда по
так сказать, неуплате налогов. Там использована, то есть нам вменена только одна статья 243, а те действия, которые они нам приписывают, они регламентируются статьями 210 либо 211 Уголовного кодекса, да? И вопрос ведь в чем? О чем я, например, говорил в суде, да? То есть, например, даже если допустить, что кто-то не уплатил налоги, я не говорю сегодня о нас, да? То есть, это еще не значит, что неуплаченные налоги были им присвоены или похищены, да? То есть мы все помним историю Робин Гуда, который грабил богатых и раздавал бедным, да, то есть ни один бедный человек не назвал его бы вором, да, то есть или бандитом. То есть они назвали бы его хорошим человеком. Вот так и тут. Неуплаченный налог, например, да, то есть это не значит, что он присвоен. Я говорю, а если, например, кто-то из предприятий не уплатил налог, забыл там, да, то есть не знал законодательства, возможно, его надо наказать за это. Но если он пустил этот налог на строительство хосписа какого-нибудь, да, это ж не значит, что он сделал плохое дело. Он не заплатил налог, может понести это самое, но это не значит, что он украл. И поэтому основываться на выводах приговора суда по этому уголовному делу, говоря, что присвоили деньги и приобрели имущество, в общем-то, никак нельзя. Хотя суд, в общем-то, пошел навстречу им. Вот это была единственная аргументация ответчика, которую принял суд. Что вот это, мол, в суде это рассматривалось. Тут цікавы, як па мне, адзін момант яшчэ. Вы, калі накіроўвалі свой іск, ну, як я прыйшоў да такой высновы, накіроўвалі свой іск у суд, то перад вами не стаяла, ну, вы перад сабой не ставілі такой задачы спагнаць нейкія там грошы маральнай кампенсацыі. Вот то, што я чытаю, вы патрабавалі толькі ад гэтага сайта, каб ён надрукаваў абвяржэнне. Гэта так? Так. А чаму? Ну, потому что, во-первых, мы не ставили такую задачу, потому что, ну, это требует, будем так, меркантильность определенная, требует уплаты государственного долга, пошлины государственной, да, то есть дополнительной. Вот. И поэтому мы, опять же, зная в общем, систему, имея опыт уже, в общем-то, как бы осуждения без доказательств и незаконно, скажем так, по одной уголовной статье, то есть, питая надежду, мы не верили, в общем-то, в конечный исход. Да, то есть, вы не верили ў канчатковы вынік на сваю карысць, таму што не ўпэўненыя былі ў сваёй праваце, ці таму што ад пачатку думалі, што это палітызаваная справа, и гэта таксама? Не, ну, мы были уверены как раз в своей правоте, в этом я был уверен до вынесения решения судам, когда он подтвердил, что у меня есть имущество, да, то есть в этом плане, то есть, что это все, в общем-то, порочащие нас выдуманные, так сказать, факты, в этом мы были уверены. Мы были не уверены именно в том, что это дело, в общем-то, как бы я уже сказал, является одним из кирпичиков, скажем так, общего дела, да, то есть, и, естественно, надеяться на то, что будет принято положительное решение, вернее, надежда была, но уверенности не было стопроцентной. Даже 90% было, что не выиграем. Вот, поэтому смысла заявлять, так сказать, возмещение морального вреда не было никакого. Если бы мы выиграли, то мы бы подумали над этим вопросом, естественно, скорее всего. А теперь, если нам удастся, в общем-то, как бы все-таки выиграть это дело, мы тем более, скажем так, потребуем этот моральный вред, потому что у нас добавилось, так сказать, для этого аргументации, да, то есть нас не просто оболгали, но сейчас еще и незаконно, скажем так, отказали в защите своей чести и достоинства. Дякую вялікі. Я нагадаю, што у нас в эфире был прадстаўнік прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Ігор Комлік. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Глядзіце о 16 гадзіне у нас у эфире с презентацией своей новой песни гурт The Stocks. Не адыходзьце далёка. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.